Активные, молодые, перспективные. Нам есть чем гордиться. Юные спортсмены, ученые, артисты, политики. Ингушская молодежь показывает высокие результаты во всех направлениях. Ингушский спортсмен Адам Цычоев поднялся на первое место мирового рейтинга среди дзюдоистов до 18 лет по версии Международной федерации дзюдо в весовой категории до 66 килограмм. Недавно Цычоев стал победителем первенства Европы по дзюдо среди кадетов, а также континентальных кубков в Туле и Фалонике. Результат, который показал Адам Цычоев, это для нашей республики очень хороший результат. Последние годы у нас по юношам не было результата, а уже среди взрослых у нас призеры мира, и олимпийские чемпионы. В очередной раз победами радует и действующий чемпион мира по греко-римской борьбе Муса Евлоев. Недавно он вновь стал лучшим, на этот раз на прошедшем в Германии гран-при по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограмм. Шаги в большой спорт делает и молодежная футбольная команда «Магаз НГУ», которая взяла золото на первенстве России среди команд 3-й любительской лиги. За последние годы это первая большая победа. Для ребят она стала долгожданной. Не только борьба развивается в нашей республике, но и интеллектуальные виды спорта. Во многом это связано с тем, что в 2016 году ингушский гроссмейстер Эрнест Инаркиев стал чемпионом Европы. Сейчас он президент шахматной федерации Ингушетии. Молодой шахматист не только продолжает активно участвовать в соревнованиях и одерживать победы на таких турнирах, как Moscow Open, но и вдохновляет молодежь играть в шахматы. Ингушская молодежь активно интересуется и политикой. В нашей республике действует молодежный парламент и правительство. В регионе создан и экологический молодежный совет. Мне интересно направление, связанное с выбросами неправильно положенном месте отходами, так как они сильнее всего влияют на наше с вами здоровье. И поэтому я выбрал это направление, потому что если вот пакет, возьмем, допустим, пакет, разлагается около 100-150 лет. И это тоже, даже наш посев влияет очень пагубно. Наука, творчество, спорт, волонтерские проекты. Современную молодежь интересует все, в том числе и музыка. Подрастает и достойная конкуренция Рагди Ханиевой. Воспитанники культурно-технического центра в Магасе завоевали 2-е место на международном конкурсе «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона. А в скором времени ребята будут представлять Ингушетию на вокальном конкурсе телеканала «Звезда». Нельзя не отметить и успехи нашей молодежи на ежегодном Северокавказском форуме «Машук». В этом году эту площадку штурмуют 240 наших активистов. Проекты по самым разным направлениям – туризм, история, культура, экология и даже кино. Назир Халухоев всерьез обеспокоен распространением в регионе ВИЧ-инфекции. Благодаря его проекту «Стоп ВИЧ» проверку можно будет проходить с помощью специальных тестеров, тем самым на ранних стадиях обнаружить и задержать развитие болезни. Перед тем, как они будут участвовать в ВИЧ-тестировании, они пройдут консультацию до тестовой и после тестовой консультации. И все анонимно, да? Все анонимно. Так как ВИЧ-инфекция – это такая коварная болезнь, у этой болезни есть период окна. До полугода ВИЧ-инфекция не может никак выявиться в организме. Буду проводить профилактические мероприятия в школах, вузах, СУЗах Республики Ингушетия. Это далеко не полный список молодых и амбициозных ребят, которыми может гордиться Ингушетия. Их гораздо больше – профессоры, доктора, волонтеры, активисты. Именно они своим трудом и достижениями вселяют уверенность в завтрашнем будущем. Амина Бокова, Новости 24.